Девочка в жълтом свитере държалаш за коричневое пальто мужчин, покауни шли по переполненной площади, простоещо от население, пробирающа се сквозь субботни и послеполуденни поток людей. Но когда она взглянула на офицера Райана Беннета и его напарника Дюка, что-то в глазах заставило инстинкт Райана кричат, что-то требнук в опасности. И она ту сделала. Едва заметни жест, длившийся всего пару секунд. Большой палец к уху, остальне пальц втянут в сторон. Сигнал о помощи. Дюк, смотри, пробормотал Райан своей немецкой овчарке, которая тут же с повшенным вниманием следила за группой. Девочка, семилетняя Софи, вглядала испуганной. Мужчина, сжимавший ей руку, был Джеральдом Хатчинсом, осужденным за сексуальное преступление, разкиваем в 2 щатах, членом банд по торговле любями, которая похитила 17 детей. Софи похитили из школ часовым ранее, когда Хатчинс заявил, что и родители попали в автомобильную аварию. Она знала, что то ложь. Но когда она попыталась обратиться за помощью к учителю, он схватил ее за руку и прошептал: «Твой брат в машине». Закричи, и стало ему больно. Потому Софи молчала, пока не увидела Дюка. Она вспомнила школьное видео о сигнале бедствия рукой. Глядя прямо на полицейскую собаку, она снова сделала тот жест, молясь, чтоб кто-нибудь заметил. Дюк зарчал и встал между Софи и похитителем. И в тот момент изменилось. Последовавшее затем спасение разрушило целую сеть торговли любями и доказало, что иногда самый слабый сигнал может спасти жизни. Маленькая девочка в желтом свитере шла по переполненной площади в центре города, держась за коричневое пальто высокого мужчин, который утверждал, что является отцом. Но что-то в глазах, когда она взглянула на офицера Райана Беннета и его напарника Дюка, выражало отчаяние, которое заставило инстинкт опного полицейского кричать, что ребнук в опасности, хотя он и не мог точно сформулировать, какие именно детали взвали у него тревогу, когда он увидел, что общная сеня ид по общественному месту в уживалный субботний день. «Дюк, смотри», тихо пробормотал Райан своему напарнику, немецкой овчарке, следя за семи. Мужчина и 3 детей неуклонно продвигались сквозь толпу к парковке на восточном краю площади. Уши собаки навострились, когда она почувствовала напряжение своего проводника и начала более внимательно осматривать группу на предмет какой-либо угроз, которую мог обнаружить Райан. Их синхронное внимание казалось бы, общно и семя привлекло любопытный взгляд прохожих, которые задавались вопросом, какой интерес полиции могли взвать общне на вид люди, если не было никаких явных признаков преступной деятельности или бедствия, заметных случайным наблюдателям. Видевшим лишь ничем непримечательную группу родителей с детьми, пробирающихся через многолюдную городскую среду. Девочка, судя по росту и пропорциям, лет 7, слегка повернула голову, словно проверяя, не смотрит ли кто-нибудь, а затем сделала едва заметный жест правой рукой, который Райан едва не упустил в хаосе многолюдной площади. Она приложила большой палец к уху и раздвинула остальный палец, движение длилось меньше 2 секунд. После чего быстро упустила руку и снова уставилась на тротуар перед собой, словно боясь, что застанут за чем-то запрещенным. «Видели?» Настойчиво заговорил Райан Фрацио. Девочка примерно 7 лет только что сделала жест рукой, призвая на помощь, когда шла со взрослыми мужчиной и 2 другими детьми к восточной парковке. Девочка вглядит невредимой, но явно иствет стресс и делает жест скрытно, словно боясь, что взрослые мужчина увидите. В своем отчете он ссылался на сигнал рукой, который был разработан и продвигался посредством кампаний в социальных сетях во время пандемии как способ для людей, подвергающихся домашнему насилию или похищению, молча сообщить о своей потребности в помощи, когда они не могут свободно говорить из-за присутствия обидчика, и что правоохранительный орган был обучен распознавать его как потенциально законный сигнал бедствия, требующий немедленного расследования, несмотря на риск ложных срабатываний. И недопонимания, который неизбежно создает такая неформальная система общения. Понял, офицер Беннет. У вас есть визуальное подтверждение непосредственной опасности или признаки совершающегося преступления? Ответил диспетчер, координируя действия резервных подразделений к местонахождения Беннета. Визуальное подтверждение непосредственной опасности отрицает, но сигнал о помощи считается достоверным признаком бедствия, и протокол департамента требует расследования даже при отсутствии других доказательств. Ответил Райан, начиная следовать за семи на расстоянии. Которое позволило бы ему вмешаться в случае возникновения опасности, не вступая преждевременно в конфронтацию с тем, что могло бы оказаться законным семейным мероприятием,
Где жест Ребнка была невинным недоразумением или где Райан ушибочно принял общное движение за сигнал бедствия, когда девочка просто чесала ухо или делала беспорядочное движение рукой, не осознавая их потенциального значения. Приближаюсь к объектам для проверки их благополучия. Он ускорил шаг. Дюк плавно двигался рядом с ним в рабочем режиме, давая понять публике, что это официальное полицейское задание, а не просто патрулирование. Толпа расступилась, пропуская команду кинологов, в то время как десятки телефонов начали записывать ВС. Что происходило между полицейскими семьи, которую он преследовал по площади. Простите, сэр, а офицер Беннет из столичного полицейского управления, им не нужно поговорить с вами, крикнул Райан, указавшись на расстоянии разговора от мужчин в коричневом пальто. Мужчина обернулся, и выражение его лица быстро сменялось удивлением, страхом, расчетливостью и наигранным дружелюбием, когда он заметил присутствие полиции и мгновенно принял решение, как реагировать на столкновение, которого явно хотел избежать. Что то не так, офицер? Мы просто пытаемся добраться до машин, чтобы отправиться домой после долгого похода по магазинам, ответил мужчина тоном, претендовавшим на небрежную невинность, но в котором чувствовалась нотка напряжения, которую Райан сразу же воспринял как подозрительную, учитывая, что обычно законопослушные люди обычно реагируют на взаимодействие с полицией либо искренним недоумением по поводу причин контакта, либо легким раздражением из-за прервания, а не наигранной небрежностью, подразумевающей активное стремление вглядать безобидными. Мне просто нужно убедиться в благополучии всех. Стандартная процедура, когда мы получаем сообщение о потенциальном бедствии, объяснил Райан, внимательно наблюдая за реакцией детей на его присутствие. Двое старших детей, мальчик лет 10 и девочка лет 9, наблюдали за взаимодействием с выражением настороженного недоумения, которое, казалось, свойственно детям, не понимающим, почему полицейские устанавливают их сеяние, но не вказывающим страха или облегчения, которые могли бы свидетельствовать о том, что они в беде или их спасают. Но самая младшая девочка в желтом свитере пристально смотрела на Дюка, словно пытаясь передать что одно сообщение, сосредоточившись на полицейской собаке. Райан наблюдал, как она едва заметно подняла правую руку и повторила жест сигнала помощи, не отрывая взгляда от лица Дюка, словно веря, что собака, а не человек полицейский, единственная надежда на спасение. Сэр, мне нужно поговорить с каждым ребенком индивидуально, чтобы убедиться, что они в безопасности и находятся под присмотром, твердо заявил Райан, преграждая семье путь к парковке. То мой дети, именно обязан отвечать на ваши вопрос без ордера или достаточных оснований, возразил мужчина, пытаясь схватить за руку самую маленькую девочку. На первый взгляд то вглядало защитным жестом, но Дюк сразу же распознал его как угрозу, поскольку был обучен распознавать агрессивный эск тела и собственническое контролирующее поведение, которое несколько отличалось от искреннего родительского руководства. Собака тихо зарчала и сменила позицию, встав между мужчиной и детьми, реакция, не соответствовавшая стандартному протоколу кинологической служб, но отражавшая самостоятельно сформированную Дюком оценку того, что мужчина представляет опасность для девочки, которую он пытался контролировать. Дюк, полегче, скомандовал Райан, оценивая инстинкт своего партнера, но стремясь се охранить професиональный контроль над ситуацией, а не позволяя собаке перейти в защитное вмешательство до того, как Райан предоставит законное основание для задержания мужчин и отделения его от детей. Сэр, а вас ни в чем не обвиняю, но когда мы получаем признаки потенциального стресса у ребенка, мы обязан провести расследование, независимо от вашего согласия на взаимодействие. Можете се утрудничать добровольно, или я могу задержать вас и детей, пока не удостоверюсь в безопасности каждого и не определю надлежащие условия опеки. Какой подход в предпочли? Его презентация вариантов представляла собой стратегическую рамку, которая представляла сотрудничество как разумный вбор, одновременно давая понять, что сопротивление приведет к более инвазивному вмешательству. Большинство людей отреагировали на ту рамку, неохотно соглашаясь отвечать на вопрос, вместо того, чтобы заставлять сотрудника полиции осуществлять полномочия по задержанию, что привело бы к составлению официального протокола и потенциальным усложнениям. Хорошо, но я говорю вам, что преследуете невинную сенью, я подам жалобу на то злоупотребление полномочиями со стороны полиции, пригрозил мужчина, отпуская руку девочки. Можете поговорить с детьми, если настоеваете, но я буду присутствовать на любом допросе, поскольку я их законный опекун, а они несовершеннолетние и имеют право на присутствие родителя на допросе в полиции.
Его настойчивое желание присутствовать на допросе было одновременно осуществлением законных родительских прав и потенциальным препятствием к установлению истин, если дети боялись честно говорить о своей ситуации, пока он их слушал. Райан бесетро принял решение, как убоить противоречие между уважением к родительскому авторитету и защитой потенциальных жертв, которых присутствие обидчика может заставить замолчать. Оценю ваше сътрудничество, и вправ, что имеете право присутствовать, но е белду говорить с каждым ребенком отдельно, притом в будете находиться в пределах видимости, но неслышимости, чтоб дети могли свободно говорить, не чувствуя давления со сторон вашего присутствия, смягчился Райан. То стандартный протокол проверок благополучия детей, и он призван защитить как интерес детей, так и ваши права как опекуна, гарантируя, что ему расследование будет чтательным, а любе заявления. Детей будут добровольными, а не под влиянием вашего присутствия. Мужчина снова начал возражать, но Райан уже включил нательную камеру и взвал по рации подкрепление, которое уже прибыло на место происшествия с несколькими офицерами и дополнительными группами кинологов. То создало официальное присутствие правоохранительных органов, которое нельзя было легко игнорировать или запугать разгневанным родителям, заявляющим о домогательствах. А начну с разговора с младшей девочкой, объявил Райан, жестом приказав девочке отойти от мужчин и подойти ближе к дюку, который сидел настороженно. «Дорогая, меня зовут офицер Беннет, а то мой напарник Дюк. Мы здесь, чтобы убедиться, что ты в безопасности, и помочь тебе, если тебе понадобится помощь. Не могла бы ты назвать свое имя?» Он опустился на колени, чтобы быть малок на уровне глаз ребенка, в то время как Дюк остался стоять, изменив позу, что вглядате менее пугающе и более доступной для девочки, которая явно была напугана, но, похоже, также понимала, что собака представляет собой безопасность, а не угрозу. «Меня зовут Софи», прошептала девочка, нервно поглядывая на мужчину в коричневом пальто, которого держал в 4 метрах от нея другой офицер. «Тут мужчина твой отец?» Мъжко спросил Райан. Софи медленно покачала головой. Он сказал, что мой дядя и что родители попросили его забрать меня из школ, потому что они попали в автомобильную аварию. Но я не думаю, что то правда, потому что я его не узнаю, а родители велели мне никогда не ходить с незнакомцами, даже если они говорят, что произошла чрезвычайная ситуация, объяснила она с удивительной для возраста ясностью. Я хотела кому-то рассказать, но он очень крепко держал меня за руку и сказал, что если я зашучу или повторюсь позвать на помощь, он причинит боль моему младшему брату, который, по его словам, ждал меня в машине. А боялась, что если я позову на помощь, он может сделать что-нибудь плохое, прежде чем его кто-нибудь установит. Объяснение подтвердило худшие опасения Райана и подтвердило как решение Софи использовать беззвучный сигнал бедствия, так и инстинктивную защитную реакцию Дюка на попытку мужчин контролировать движение. Софи, ты поступила абсолютно правильно, показав сигнал, которому научилась, когда просишь о помощи, похвалила Райан, доставая телефон и показывая изображение жеста сигнала помощи. То, что ты пыталась не показать. Софи энергично кивнула. Видела видео об этом в школе, где нас учили, что если мы окажемся в опасности и не сможем говорить, мы должен подать тот знак тем, кто может нам помочь. Когда я увидела вас Дюком, а вспомнила видео и попыталась подать сигнал, чтоб знали, что им не нужна помощь, но так, чтобы мужчина не заметил моих действий, объяснила она. И когда подошли к нам, а снова подала сигнал, но смотрела на Дюка, а не на вас, потому что думала, что собака, возможно, поймет, даже если не увидите, что я дала ей рукой. Тонкое понимание невербальной коммуникации и стратегическое мышление в отношении того, как скрытно обратиться за помощью, продемонстрировали ум и храбрость, которые потенциально спасли жизни, предупредив правоохранительный орган о происходящем похищении, которое было бы успешно завершено. Если бы она не знала о сигнале бедствия, если бы Райан не обращал внимания на едва заметный сигнал, который большинство офицеров могли бы пропустить в хаосе многолюдного общественного пространства. «А как насчет остальных двух детей? Они с тем мужчиной?» Спросил Райан, уже подозревая, что мальчик и девочка постарше на самом деле дети мужчин или его сообщники, а не просто жертв. «А не знаю, кто они, а никогда их раньше не видела», потвердила Софи. Мужчина велел им держать меня за руки и вести себе так, будто все односения, чтобы никто не подумал, что что-то не так. Они сделали, как он сказал, но не разговаривали со мной и не смотрели на меня,
а просто шли рядом, как бе оттума все куда-то вместе шли. Описание поведение останалих детей наводило на емсли, щото могут бътер малък жертв другого типа, възможно, дети похитителя, которых завербовали или принудили к участию в похищении, создав видимост общной сеи, чтоб не привлекат внимание полиции. Райан немедленно взвал по рации службу защит детей и детективов, специализирующихся на делах о похищениях детей на место происшествия. Он позаботился о том, чтоб все трое детей били отделен от мужчин и друга, чтоб их можно было допросить по отдельности об их отношениях и о том, что произошло с момента, когда Софи забрали школ, и до того момента, как она встретила Райана и Дюка на площади. Софи, теперь-то в безопасности, и мы воссоединим тебе с твоими настоящими родителями, как только найдем их и убедимся, что с ними в порядке, заверил Райан. Но сначала не нужно, чтоб ты рассказала на вс, что помнишь о том, что произошло сегодня, начиная с того момента, как ты ушла из школ. В течение следующих 30 минут Софи подробно рассказала о том, как мужчина в коричневом пальто подошел к ней возле начальной школы, представившись дядей Двидом, которого прислали родители, попавшие в серьезную автомобильную аварию, и которым нужно было, чтобы он немедленно от Софи в больницу. А сказала ему, что у меня нет дяди Двида, и что родители запретили не ходить с незнакомцами, но он показал мне фотографию моей сеи на своем телефоне, и он знал имена моих родителей, мой адрес и школу, в которой я учух. Он сказал, что если я не поеду с ним прямо сейчас, мои родители могут умереть. Прежде чем я успею попрощаться, рассказывала Софи со слезами на глазах. Я была напугана и растеряна, и не знала, что делать. Когда я попыталась спросить учителя, можно ли мне уйти с ним, он крепко схватил меня за руку, потянул к своей машине и сказал, что у нас нет времени на вопрос. Когда мы сели в машину, он сказал мне, что солгал о том, что мои родители попали в аварию, но что он причинит им боль, если я не буду сотрудничать и не сделаю в точности так, как он сказал. Вот тогда по-настоящему испугалась и сетала думать, как мне получить помощь, чтобы он ничего не заметил. Рассказ раскрывает изощренную тактику манипуляции со стороны похитителя, который изучил историю Сеи и Софи, чтобы сделать свою историю достоверной, и который использовал психологическое принуждение и физический контроль, чтобы помешать и обратиться за помощью к взрослым в школе или позвать прохожих, когда он вез из школ на площадь, где их встретил Райан. Ты знаешь, куда он тебе вез? Мъжко спросил Райан. Он сказал, что мы поедем к его машине на парковке, а потом поедем в другой город, где останусь у него на некоторое время, ответила Софи. Он не сказал, зачем и что се убирается делать, но слышала, как он разговаривал по телефону, пока мы шли, и он что-то сказал о том, что доставит посылку во время и получит деньги за доставку. Думаю, он се убирался меня кому-то продать, потому что я как-то видела фильм, где негодяи похищают детей и продают их другим негодяям, и то, как он говорил обоемне, словно облавещи, а не человеком, навело меня на емсль, что именно то и происходит. Интерпретация телефонного разговора похитителя предполагала скорая операцию по торговле любями, чем случайное похищение, и детектив, прибшие для расследования, немедленно начали сотрудничать с агентами ФБР, специализирующимися на делах о торговле детьми, в которых часто участвовали организованные сети, действующие через границ штатов, чтобы заполучить и переправить жертв для эксплуатации. Мужчину в коричневом пальто удалось опознать по отпечаткам пальцев. То был Джеральд Хатчинс, осужденный за совершение сексуального преступления, ранее арестованный за оставление детей в опасности, который раскивался в двух других штатах за нарушение условий условно-досрочного освобождения и который находился под наблюдением федеральных властей, расследующих деятельность преступной группировки по торговле любями, которая специализировалась на похищении детей из семей среднего класса и продаже их покупателям в других странах, где вернуть детей после завершения транзакции было бы практически невозможно. Мистер Хатчинс, арестован за похищение, оставление ребенка в опасности, покушение на торговлю любями и нарушение условий условно-досрочного освобождения, объявил детектив, в то время как другие офицер заковали его в наручники и начали документировать улики, включая его мобильный телефон с текстовыми сообщениями, координирующими похищение Софи и организующими перевозку в другой штат, где покупатель ожидал для заключения по стражу. Двое старших детей, которые гуляли Софи, оказались детьми Хатчинса, проживавшими с ним в нарушение условий его условно-досрочного освобождения, запрещавших ему неконтролируемый контакт с несовершеннолетними.
Они разказали следователям, что отец заставил их участвовать в похищении, угрожая бросить их, если они не помогут ему приобрести посылки, которые, по его словам, необходим для заработка на еду и аренду. Ти дети тоже жертв, хотя и помогали в похищении, обяснил ведущий детектив Райану. Хатчинс эксплуатировал собственных детей, используя их в качестве реквизита, чтоб его похищения вглядали менее подозрительно. Они боялись остаться бездомными или попасать в прямную сеяние, если откажутся сотрудничать с ним в преступной деятельности. Им потребуется интенсивная терапия и, вероятно, долгосрочное размещение в прямной семье, пока мы не выясним, есть ли у них родственники, способны обеспечить им безопасное и стабильное жиль. Тем временем Софи воссоединилась со своими обезумевшими родителями, которые отчаянно искали с тех пор, как обнаружили, что она не вернулась из школ, и подали заявление о пропаже в полицию за 30 минут до того, как Райан встретила на площади. Офицер Беннет, мы никогда не сможем в полной мере отблагодарить вас за спасение нашей дочери, всхлипнула Емът Софи, на мгновение обняв Райана. Если бы не были внимательны и не поняли, что ей нужна помощь, мы, возможно, никогда бы больше не увидели. Как поняли, что она в опасности, когда она просто шла сквозь толпу с человеком, который вглядал как обычный родитель. Вопрос дал Райану возможность рассказать о сигнале о помощи и о том, как знание Софи того жеста рукой и смелость, проявленная вопреки страху, стали решающими факторами в спасении. Ваша дочь спаслась, вспомнив то, что она узнала о сигнале бедствия, и проявив достаточно смелости, чтобы воспользоваться им, увидев Дюка и меня, подчеркнул Райан. Хочу, чтоб Софи понимала, что она, героиня той истории, потому что она сохраняла ясность мысли, даже когда была в ужасе, и нашла способ попросить о помощи, не привлекая внимания похитителя. То невероятное присутствие духа для человека возраста, и именно тому мы учим детей, когда они в опасности, но не могут открыто позвать на помощь. Эго переосмысление спасения как достижение Софи, а не как собственной работы в полиции, было призвано вдохновить девочку и укрепить веру в собственное суждение и способность защитить себя, обратившись за помощью. Но Дюк понял, что что-то не так, аж до того, как подала сигнал, вмешалась Софи. Когда мы были далеко, а увидела, как Дюк очень внимательно смотрит на меня, словно понимает, что я напугана, и именно то заставило меня подумать о подаче сигнала, потому что я вспомнила, что в видео говорилось, что собаки иногда чувствуют опасность для людей аж до того, как люди что-то замечают. Наблюдение за тем, как Дюк рано распознал тревогу, подняло интересный вопрос о возможностях полицейских собак и о том, можно ли специально обучить сотрудников кинологических служб распознавать детей, находящихся в беде, в дополнение к собственным навыкам наблюдения. Дюк, мой партнер уже 6 лет, я постоянно поражаюсь его способности обнаруживать угроз и определять людей, нуждающихся в помощи, даже если нет очевидных визуальных сигналов, которые могли бы привлечь внимание наблюдателей, объяснил Райан родителям Софи. Сегодня он зарчал и принял защитную позу, когда Хатчинс попытался схватить Софи за руку. То вмешательство не позволило похитителю физически контролировать, что могло бы затруднить небезопасное их разделение. Дюк не понял, что означает тот жест рукой, потому что мы не обучили собакинологов тому конкретному жесту, но он точно чувствовал страх Софи и понимал, что ей угрожает опасность со стороны человека, который контролировал движение. В том и заключается ценность работ с животными партнерами, которые обрабатывают информацию об окружающей среде иначе, чем люди, и могут предупредить нас об опасностях, которые мы могли бы пропустить, полагаясь исключительно на собственное восприятие и суждение. История спасения Софи и роли Дюка в защите стала общенациональной новостью, которая подчеркнула как ценность кампании сигнала помощи, так и важность обучения детей сигналам бедствия, которые они могли бы использовать, когда не могли открыто попросить о помощи, а также спровоцировала возобновление дискуссии о том, как правоохранительный орган могли бы лучше обучать сотрудников и подразделения кинологической служб распознавать едва заметные признаки принудительного подчинения, которые отличают жертв похищения от добровольных участников семейных групп, перемещающихся по общественным местам. Офицер Беннет, у нас есть особое представление для вас и Дюка, объявил начальник полиции во время церемонии в штаб-квартире департамента. ФБР подтвердило, что ваше вмешательство в дело Джеральда Хатчинса привело к раскрытию всей сети торговли людьми, которая за последние 3 года похитила и продала 17 детей,
И что ваше внимание к сигналу бедствия Софи позволило не стат в 18-той жертвой той ужасной преступной групировки. От имени департамента и от имени семей, чи дети бли найден и возвращен домой благодаря вашим действиям, вручаю вам медаль за отвагу и вдающуюся работу полиции. На церемонии присутствовали Софи и Есения, которых хотели лично поблагодарить Райана и Дюка за спасение, которое спасло Софи жизни и привело к аресту нескольких торговцев любими, действовавших через ложную сеть, которая искала потенциальных жертв, создавала правдоподобные предлоги для контакта с ними и использовала психологические манипуляции, чтобы контролировать их во время транспортировки к покупателям, платившим десятки тысяч долларов за ребенка. У меня есть кое-что, что я хочу подарить Тюку, объявила Софи, подходя к немецкой овчарке, которая спокойно сидела рядом с Райаном на сцене. Она втащила нарисованную от руки картинку, изображающую Дюка в плаще и с медалью, а Софи стояла рядом с ним, делая жест звонок о помощи, в окружении сердец и завзада. А нарисовала то, чтобы поблагодарить Дюка за то, что он был героем и помог не спастись, хотя была очень напугана и не знала, заметит ли кто-нибудь, что не нужна помощь. А хочу, чтобы Дюк получил то, чтобы он знал, что я никогда не забуду, что он для меня сделал. Подарок Дюку стал трогательным напоминанием о личном влиянии работ полиции, которое входит далеко за рамки статистики и раскрытия дел, включая отдельные жизни, спасные или разрушенные благодаря мгновенным решениям и пристальному вниманию к деталям, которые другие могли бы упустить. Райан был тронут признанием Софи вклада его напарниц и службу хран собак в спасение. Софи, мы с Дюком гордимся тем подарком от вас, и хотим, чтоб знали, что ваша храбрость и ваша быстрая реакция были так же важны, как и вас, что мы сделали, ответил Райан. Сегодня в безопасности благодаря вам, потому что вспомнили, что узнали о сигнале о помощи, и у вас хватило смелости воспользоваться им, даже когда вбли в ужасе. Вот что такое настоящий героизм, не только драматические спасения, о которых пишут в новостях, но и повседневная смелость людей, которые сохраняют ясность тем цели и продолжают бороться за себя, даже когда ситуация кажется безнадежной. Должен невероятно гордиться собой и знать, что ваша история поможет другим детям узнать о сигнале бедствия и о том, как обратиться за помощью, когда они не могут открыто позвать на помощь. Церемония завершила с объявлением о том, что полицейское управление внедряет новый протокол обучения. Обучающие всех сотрудников распознавать сигнал о помощи и другие признаки бедствия, и что подразделения К-9 проходят дополнительную подготовку, направленную на обнаружение детей в беде, даже если эти дети находятся под контролем взрослых, которые кажутся законными опекунами, и что школ по всему региону включают обучение по сигналам бедствия в свой программ по безопасности, чтобы больше детей знали, как молча сообщить о своей потребности в помощи, когда они оказываются в опасных ситуациях. Когда открытые призывы помощи могут спровоцировать жестокие ответные действия со стороны похитителей.